Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. На днях для воспитанников детского приюта города Канаша руководителем Краеведческого музея Маргаритой Даниловой была организована встреча с талантливыми мастерами художественных промыслов Чувашии. Мастер-классы по художественной керамике, росписи матрешек, ознакомление с национальным костюмом чуваш – это то немногое, что показали мастера ребятам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Подробности в сюжете Ирины Константиновой. Не только показать и рассказать, но и принять непосредственное участие в создании художественных творений. Такую задачу поставили организаторы встречи. В течение дня 40 ребят из числа воспитанников приюта познавали особенности того или иного ремесла. Людмила Васильева – талантливый художник. Много лет посвятила преподавательской деятельности в одном из профучилищ столицы нашей республики. Этапы создания матрешек, их характеристики, история возникновения русской игрушки. Обо всем этом она поведала новым ученикам. Наша русская матрешка завезена была из Японии. Самая первая матрешка в Японии была в форме матрешки, разъемная игрушка, туда умещались еще другие матрешки. Она называлась, эта игрушка, напоминала мудрого старичка Фукуруму. От постоянных раздумий у старика как будто вытянулась голова. Получилась немножко чуть-чуть вытянутая голова была. Да, ведь завесена. А знаете, кто выточил эту матрешку? Наш русский токарь все-таки там в Японии жил, и эту матрешку сделал он. И завезена была это в нашу Россию. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже получила свое призвание вот эта русская матрешка. И является по сегодняшний день настоящим русским сувениром. Да, ведь? Как из нехитрых предметов и пестрых лоскутков ткани сотворить полезную в хозяйстве вещь, или же вовсе произведение искусства, от которого трудно оторвать взгляд. Галина Васильевна, будучи на заслуженном отдыхе, праздно не тратит свое время. Увлечение вязанием плавно перешло в вышивку. Объемные контуры и очертания картин, выполненные лентами, и, быть может, от этого особенно интересны. Девочки особенно заинтересовались изготовлением игольниц. Проявив недюжинную смекалку, из подручных материалов легко может получиться нужная в быту поделка. Очень легко изготовить вот такую шляпу. Шляпка – это игольница. Здесь используется диск или картон, а также вот половинка одноразового стаканчика. Мастера по художественной керамике Геннадия Николаевича в нашем городе знают хорошо. К нему на занятия приходят дети самых разных возрастов. Сейчас я раздаю вам вот эти вот пласты, и мы из них будем делать вазу. Смотрите, вот так вот. Ребятам было обещано, что непременно состоится и очередная встреча в следующий раз. После обжига им отдадут уже готовые изделия, которые они изготовили сегодня своими руками. Мне понравилось лепить из глины. Смотрите, какая у нее ваза. Очень красиво получилось. Стоит отметить, что для первого знакомства мастера использовали несложные техники, так как первостепенно постарались максимально увлечь мальчишек и девчонок новым для них направлением. Людмила Болтаева – известный в Чувашии мастер народного костюма. Ее работу можно увидеть со многих сцен республики. Используя национальный колорит и технику изготовления украшений, они с супругом применяют новые материалы. Их работы выставляются во многих городах Европы. Это как бы еще не законченная работа, эту хушпу верховых чувашей, верховых чувашских женщин хушпу. И этот хушпу еще состоит, еще сзади вот такой хвост будет. Вот я это все, конечно, как бы в процессе работы, я это не закончила, специально это принесла, чтобы детки могли видеть, с чего это все начинается, как это будет, и как это нашивать и бисер, и монеты, потому что везде своя технология. Украшения чувашских женщин несут в себе эстетическую красоту, этническую культуру и историю, и множество сокровенных тайн. Об особенностях тех или иных украшений мастер рассказала сегодня. О придушевной беседе и дело спорится. Дети изготовили множество украшений, которые затем получили в дар от мастера. Наши дети творческие, и мы частые гости здесь. Сегодня сюда пришли 40 детей.
У нас на базе приюта функционирует с 27 марта по 2 апреля оздоровительный лагерь. Значит, а сам приют у нас рассчитан на количество на 30 детей. Мне очень понравилось. Я успела вместе со своими воспитанниками и полепить карандашницу, и узнать очень многого тоже. Директор музея Маргарита Филимоновна выразила благодарность за содействие в организации встречи всем творческим людям, участвовавшим в мастер-классе. Быть может, среди воспитанников приюта найдутся последователи таланта мастеров. Ирина Константинова, Евгений Назаров. Вести недели. Второй этап городского конкурса фестиваля детского и юношеского творчества «Наши имена» в очередной раз доказал, что юные канашцы харизматичны и талантливы. По традиции ежегодно он проводится под девизом «Зажги свою звезду». 19 самых ярких и артистичных участников прошли финал. В этом году конкурс проводился с февраля по апрель по 2 номинациям – вокал и хореография. Напомним, что первый этап состоялся 27 февраля. Здесь было представлено 86 художественных номеров, в которых приняли участие более 450 ребят в 5 возрастных категориях. А уже сегодня во втором этапе участие принимает порядка 50 ребят. Оценивают участников компетентное жюри, в состав которого вошли именитые преподаватели и деятели культуры нашего города. Участники старались максимально красочно показать свои таланты и высокий уровень подготовки. Вместе с ними за выступлениями переживали их наставники. Кто-то давал последнее напутствие, а самых маленьких выводили за ручку на сцену. Даже сложно представить, что в 3 года с небольшим дети чувствуют себя уютно на большой сцене. Под руководством Елены Головиной в фестивале приняли участие несколько групп в различных возрастных категориях. Ее воспитанники подают большие надежды. Жюри же предстояла тяжелая миссия выбрать лучших из лучших. По итогам судейства дальше прошли 30 участников. Напомним, что финальный этап городского конкурса «Наши имена» состоится уже 28 апреля, где участники покажут зрителям свои лучшие номера. Ирина Константинова, Евгений Назаров. Вести недели. Открытый турнир Кубка Чувашии по гиревому спорту состоялся в ДЮСШ «Локомотив» в минувшие выходные. Город принял спортсменов из Чебоксар, 7 районов республики, гиревиков из Мариэл. Открытый он считается по той причине, что разрешение на участие мы даем всем участникам, независимо от представленного региона. Сегодня здесь можно будет наблюдать за тем, как свои навыки и умения продемонстрируют, в том числе спортсмены Республики Мариэл. Ну и, конечно же, ждем успехов от представителей Чувашской Республики. Сегодня здесь на помостах свое мастерство продемонстрируют ребята, юноши и девушки, мужчины и женщины из 9 муниципалитетов Чувашской Республики. Значит, по итогам соревнований будет подведен командный итог. Надеемся, команда города Канаш покажет свои лучшие качества и войдет в тройку призеров сегодняшних соревнований. Наблюдать, как тренируются спортсмены, было приятно. Гиревой спорт молодеет. Непростым видом занимаются дети со школьной скамьи. Тяжелые гири тягают даже хрупкие девушки. Настя Кошкина учится в медицинском колледже города Чебоксар. Уроженка села Батарева сначала поднимала 5-килограммовые, теперь перешла на 16-килограммовые гири. Когда я в город приехала, начала учиться в колледже, мне физрук сказал, пойти попробовать. Я попробовала, мне понравилось очень. Вот начала заниматься. И в Канаше есть свои фавориты. Многих из них тренирует 22-кратный чемпион мира Владимир Панихидкин. Гирями я занимаюсь уже 30 лет регулярно. И все это время тренирую людей. Взрослых, детей. Когда работал я директором ПТУ-17, тренировал детей. У меня в то время было 6 кандидатов в мастера спорта подготовил. Ну, естественно, они были чемпионами республики. Потом перешел работать на вагоноремонтный завод. Там мой воспитанник Никитин Владимир Федорович дважды становился чемпионом мира. Пришел, когда я сюда работать в 2009 году, тренирую детей и взрослых. Значит, среди взрослых Калашников Сергей Геннадьевич, среди ветеранов, 4 раза был чемпионом мира уже. Алевтина Евграфова, 4-кратный чемпион России. Мои воспитанники занимают на первенствах и других чемпионатах
Чувашской Республики призовые места и становятся победителями. Владислав Сафронов сам активно занимается спортом, хоккеист, поддерживает людей, ведущих здоровый образ жизни. Сильнейшие спортсмены нашей республики сегодня собрались. Я думаю, они, как по пожеланию Панихидкина Владимира Александровича, установят личные рекорды и покажут отличные результаты. Мы, естественно, гордимся нашим чемпионом мира среди ветеранов, неоднократным, к тому же, Панихидкин Владимиром Александровичем. Я предлагаю брать пример с этого человека, который свои 75 лет уже скоро будет, занимается спортом, чувствует себя прекрасно и, естественно, дальше продолжает заниматься. Он является примером для всех. Есть у нас с Канарского района чемпионы мира, Атласкин Андрей. И вообще с таким здоровым видом спорта массово призываю заниматься. По итогам соревнований сборная команда города Канаша заняла почетное 3-е место. Олеся Григорьева, Евгений Назаров. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.